Бедный планшет все страдает и страдает из-за рук неадекватных людей, которые кидаются на других людей, которые ничего не нарушают. Вот такой вот гастрономчик. Ребят, делайте выводы. Стоит сюда отправлять своих детей или ходить самому, где на ровном месте на вас могут налететь и попытаться завладеть вашим имуществом. Конечно, специально, а он купился, дурачок. Конечно. Я никого не провоцирую, видите, в чем дело? Я ведь никого не провоцирую, я стою, снимаю себе. Просто стою себе, снимаю, никого не трогаю. Никому не прикасаюсь руками. Провокация — это когда люди подходят и начинают толкать, пихать. Неправомерные какие-то действия против тебя совершать. Да мало ли кто мне говорит. Я законом вот хочу вот закону подчиняться, а не вашим россказням. Ну да, нечем. Будем вот отслеживать свои права. Мое право снимать или не снимать. Да вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Мало ли что здесь не разрешается. Ваш внутренний документ работает только на работников, точно никак не на граждан. Я не журналист, я просто гражданин. Я вам еще раз говорю, я не журналист. Я не журналист, это не профессиональная видеосъемка. Это видеосъемка для личных целей. Если бы я был неправ, я бы уже ушел. Понимаете, в чем дело? Вот те раз. Сейчас как раз с НВК Саха позвонят. Твой дежурный говорит, что он тебе не говорил на меня накидываться и забирать у меня планшет. Ты знаешь об этом? Ну-ка покажи. Ну. Ну. Вот видео со стороны интересно. Сейчас я подойду. Угу. Угу. Вы у меня оттолкнулись. Угу. Конечно, отогнуть мое имущество. А ты пытался завладеть моим имуществом. Что неправильно? Я же у тебя ничего не хочу забрать, правильно? У тебя есть же телефон, я же его не трогаю. Вот. Вот. Ты видишь, что ты делаешь? Ну, конечно, у меня в руках. Естественно, я препятствую тем, что человек хочет завладеть моим имуществом. Вот так, руками сжал. Сейчас возьмите его сюда, нажмите. И он точно так же сломается. Ну, я вот знаю. Ну, вот такой же. Вот прям такой же. Ну, вот, а этот не падал. Так видите как? Оно не ломалось, не ломалось. Раз и сломалось. Конечно. Да, ты вот это видео никуда не девай. Сейчас вот полиция. Да, ты можешь утверждать что угодно, но ты пытался завладеть моим имуществом, ты понимаешь это? Это уголовная статья. Конечно, страстей, ничего себе. Что вы думаете, так к каждому человеку можете относиться как вам угодно, что ли? Как ваши правила вам позволяют, что ли? Ссылаясь там на каких-то дежурных, которые, оказывается, ничего такого никому не говорили. Он тебя попросил просто подойти и спросить, зачем я снимаю, правильно? Ну, правду он говорит или врет? Ты врешь или он врет?
Кто из вас врет? А почему мне тебя не снимать-то? Ты вот на меня кидаешься, руки свои распускаешь. А вы провоцируете? Я никого не провоцировал, послушайте, я никого не оскорблял. Вы не объяснили, на каких основаниях, почему. Я никому ничего не должен объяснять, понимаете или что? Мне государство дало такое право. Нету такого права. Я вам покажу сейчас. Пожалуйста. Я вам покажу. Хотите почитать Конституцию? Хорошо? Вот я вам дам почитайте. Ну, просто, чтобы развеять ваши сомнения. Хорошо? Просто ради вот того, чтобы вы были, ну, образованнее. Вот Конституция. 15 параграф, пожалуйста, откройте, почитайте. Боже мой, 93-й год. А что вы не на 1050? Вы понимаете, что 12 декабря принята Конституция? 93-го года. Вы что, издеваетесь? В Конституции поправки? Поправки в Конституции? Да, очень много. 145. Поко, да? Поправки в Конституции. А, пароль не знаю. Просто я с вас удивляюсь. Это последняя редакция, мне ее продали в магазине. Буквально позавчера. 245. Вот. Вы можете в интернете еще раз ознакомиться. Вот здесь 15 статья гласит о том, что Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу над всеми документами. А вот 29 статья, 4 пункт, гласит, что каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Понимаете или нет? В Конституции поправки не принимаются. Это высший юридический документ. Да. Можете интернет открыть и почитать. Дает мне право Конституция? Дает. А применять ко мне физическую силу может только сотрудник полиции, если я не подчинюсь его законным требованиям. Ну никак Вы не так контролер. должны были объяснить. Ничего никому не должен. Ну, Вот. как это ничего? Так никому не должен. Должен ведь, Все а равны. вы Я должны вот вам были ничего всё. не должен, правильно? Вы мне же Я ничего вам не тоже должны. ничего не должна. Ну вот я и ничего вам не говорил. Правильно? И вы мне ничего не говорите. И я вам ничего не говорю. Вот вы продавец в этом магазине. Вы публичное лицо. Вы находитесь в публичном месте, в общественном месте. Это Я место также общего имею доступа, право послушайте. подойти, спросить, Да, на вы каких можете основаниях у меня вы спросить, это правильно? Вы только делаете. можете у меня спросить. Он у меня Но вы спросил, же не ответили. я ему сказал, для личных целей, я хочу сравнивать цены. Он говорит, а вдруг ты в другом магазине хочешь еще снять и сравнить цены? Да, я именно так и хочу сделать. В чем мое нарушение прав чьих-то? Нужно было это Я же согласовать могу у нас посмотреть в этом администрации. магазине, я же имею право запоминать цены. Запоминайте, но не Записать снимайте. могу на бумажке? А почему снять не могу? Но у нас не снимают. Это у нас вас не всё от снимают. администрации. Какая Разрешение администрация может администрации. мне запретить что-то делать? Я просто обычный гражданин. Какая мне администрация Ну может как? запретить? Мне Ну может как? Он же запретить частный, только он частный. полицейский. Он частный. Это общественное место. Это не Да, частное. частное. Это общественное. Вне зависимости от происхождения этого места. Частное, оно государственное, либо еще какое-то. МВД здесь, Ну там вы же в частную ФСБ собственность не или имеете тогда? больница, неважно. Я же не к вам домой пришел. Не имеете права. Я же не Ну, к вам это- домой пришел. Вот и Послушайте. этот частник. Я к Он вам ставит домой не также пришел. Я же вам свои еще раз правила. объясняю. Как вас зовут? Можно вот узнать? Татьяна Викторовна. Татьяна Викторовна, если бы я пришел к вам домой, постучал к вам в дверь, в ваше жилище, неприкосновенное жилище, и попросил бы вас снимать, тогда бы я должен был бы спросить, Татьяна Викторовна, Это а вы не совсем будете против, что я буду снимать? А здесь общественное место, где я могу делать все, что мне не запрещено законом. В общественном месте. Могу же это делать? И делаю. И делаю. Зашел, нашел вот нарушение правил хранения данного продукта. Указал, снял. Жалобу напишу в Роспотребнадзор. О том, что не следят контролеры, который должен ходить и контролировать зал, я так понимаю. Он же не охранник. Он лицензии не имеет, он никакой не охранник. Он должен зал контролировать, то есть продукты контролировать. А не мои передвижения и мои видеосъемки. Точно не он.
Ишь ты. Какой крутой. Ну, включу, когда полиция приедет.